скажите, пожалуйста, вот вы, когда работали заместителем генерального секретаря в Тюркском совете, с тех пор прошло немало лет, да, вообще Тюркский совет для Кыргызстана что он значит? Ну, как один из многих международных организаций, Совет сотрудничества тюркоязычных государств – это международная организация, которая действует в соответствии с уставом своим. И устав, безусловно, соответствует уставам Организации Объединенных Наций. Это решение было принято впервые в 2009 году. Это в Нахичеване, в Азербайджане. С тех пор прошло вот уже ровно 9 лет. Она худо-бедно существует, но тем целям, во имя чего, ради чего была организована эта международная организация, к сожалению, до сих пор еще не реализована. Почему? Как вы думаете? Ну, есть разные обстоятельства. Там было подписано уставом, что сотрудничество экономического, политического, социального, культурного характера, но в силу каких-то там обстоятельств мы сами прекрасно понимаем, что это международная организация, куда входят 4 государства, и президентом соседнего государства было заявлено, когда было заседание в 2011 году в Казахстане, что надо сделать максимум, приложить максимум усилий, чтобы еще 2 страны, такие как Узбекистан и Туркменистан, чтобы они были присоединены к этому органу, к этой организации международной. Но есть разные причины, потому что сами можете представить, что Кыргызстан является членом организации договора о коллективной безопасности. А Азербайджан не является таковым. Туркменистан объявил о нейтралитете. А Турецкая республика входит в НАТО. Скажем так, что ни одна из стран из этой организации не является каким-то гегемоном, хотя бы региональным. И, безусловно, будет смотреть на более сильные страны, куда входят, скажем, в данном случае, как Организация договора коллективной безопасности, что сердцевиной является Российская Федерация, и Турция тоже как-то является членом Североатлантического блока. Есть разные интересы. Есть региональные, есть геополитические, есть военно-политические интересы. И, возможно, не все делается сразу так, как хотелось бы. Многие говорят, мы должны материалистами. Да, многие говорят, что Турция, у Турции же охладились отношения с Европой, с той же Америкой, и Турция ищет как бы поддержки в лице стран Центральной Азии. Вы знаете, Турция – это древняя страна, древнее государство со своими традициями. Международная политика бывает так. Сегодня охлаждается, завтра начинает притягать друг к другу какие-то там причины. Вот, скажем, 4 года назад какие были взаимоотношения между Российской Федерацией и Турцией? 3 года назад. В 2015 году, да. Ну да, 3 года назад какие были взаимоотношения? Как бы друг друга не называли. А сегодня обнимается, решает какие-то там совместно какие-то вопросы и объявляет, что друг для друга являются стратегическими партнерами, хорошими друзьями. К сожалению, это реальность. Только мы, Кыргызстан, если любим, то до конца, потеряв все, без ума, как 16-летний юноша, скажем так. В международной политике в первую очередь ставится прагматизм и защита личных своих интересов. Эту политику будут проводить, безусловно, профессионалы. А в нашей внешней политике, к сожалению, этого не ощущается, мы этого не наблюдаем. А как вы думаете, вот последний, который 6-й саммит прошел, по-вашему, она как плодотворно прошла? Ну, вы знаете, есть дипломатический термин такой. После окончания делается брифинг, что мы очень хорошо посидели, очень классно поработали, великолепно поговорили, и результатами этих заседаний мы довольны. А дальше что? Есть дипломатическая оценка, есть реальная оценка. А дальше что?
Хорошо, дальше что? Вот, допустим, заседание, когда, мне помнится, в 2011 году, когда прошли заседания в Казахстане, там было заявлено, что мы должны, эти страны, помогать друг другу в экономическом плане, не вмешиваясь во внутренние дела, так, и развивать чисто экономические вопросы и перевозку товаров, транзитные перевозки. 7 лет прошло. Что сделано? Во имя чего собираемся, какие вопросы ставим, что решаем, а как реализуем? Это очень тяжелый, сложный вопрос. Поэтому, безусловно, если мы должны определить приоритеты, как я уже подчеркнул, в военно-политическом плане международная организация не может продвигаться вперед. Если будем опираться исключительно на общность истории, традиции, культуры, религии и каких-то там чисто гуманитарно-социального характера, да, здесь, пожалуйста, поле широкое, надо действовать, было бы желание. Опять-таки, если у каждого государства или у лидера государства отсутствуют какие-то свои собственные какие-то амбиции, эго, скажем так. А если мы поставим на стол общность интересов наших государств, тюркоязычных государств, то будущее перспектива очень хорошая. Недаром министр иностранных дел Российской Федерации Лавров заявил о том, что если поступит такое предложение о вступлении Российской Федерации в эту международную организацию, мы готовы рассмотреть. Потому что чисто гуманитарно, социально, в образовательном плане это очень большое поле, очень хорошее поле, очень перспективное поле. Я еще раз говорю, просто надо хорошо пользоваться этой возможностью, этой площадкой. А эта площадка, я вам скажу, что занимает 1/3 территории евразийского пространства. Это очень огромная территория, большие перспективы, большим потенциалом. Но я еще раз говорю, что как будем использовать, это уже зависит от нас самих. А вот чисто экономической части? Чисто экономически, я еще раз говорю, что экономическое поле большое и потенциал огромный, мощнейший потенциал. То есть за этот период вот, по созданию Тюркского совета ни одного шага не было. Не было, да? К сожалению, ни одного шага не было. Это все остается чисто исключительно на декларативном уровне, а конкретных каких-то там результатов нету. Даже, вот, казалось бы, да, Академия тюркоязычных государств, она тоже на сегодняшний день существует исключительно на средства Казахстана. А культурный фонд в Баку, я в свое время предлагал создать центр кочевой цивилизации. Все были согласны, исключительно. Но потом в силу всяких обстоятельств было забыто. Даже вот игры кочевников. Меня как только не критиковали, как только не били. Родное правительство кыргызское категорически было против. И я как первый председатель Международного организационного комитета и президент Международной рабочей группы, я официально заявляю, что значимость этих игр, к сожалению, тогда кыргызы не понимали. Кыргызское правительство не понимало. Это какие годы? Это в 2015-2014 году, когда первые игры пошли. Ради справедливости должен говорить, тогда исключительно только благодаря помощи президента пошли эти игры. Я, скажем, набил себе тысячи шишек. Ваши коллеги каждый вечер считали своим святым долгом покритиковать Мадумарова. Зачем нужны эти игры? А сегодня смотрите, сколько авторов. Ужас, просто ужас. Все хотели этого, все реализовали. Давно все эти мечтали, чтобы эти игры проходили в Кыргызстане. Историю так искажает. Это просто диву даешься. Откуда берется совесть вот так вот искажать на ровном месте? Вот. И вчерашнее уже этого не можете давать, вот, поэтому я не буду говорить. А вот то, что сказал, уже достаточно. А сегодня, понимаете ли, что вот даже казахские политологи считают, что очень за малые деньги Кыргызстан содрогает весь мир. Они сравнивают со своим Экспо и игры кочевников.
Ну, разница большая, конечно. На копейки, говорит, на копейки, да, гремит на весь мир. Да. Вот эта идея проведения игры кочевников, я бы сказал тогда, назвал, что это будет в будущем Намадиада. Намадиада – это как бы альтернатива к Олимпиаде, альтернатива к азиатским играм. Намадиада – это уникальные этноигры. Понимаете, это такой потенциал. И вы знаете, вот каким-то традиционным играм уже охлаждается отношение. Уже чемпионаты мира по футболу только вызывают такой интерес, возможно. А другие олимпийские игры, даже все мировые чемпионаты там, по легкой атлетике, по каким-то играм уже не вызывают того интереса, которого не было. Народ ждет нечто новое. А мы, кыргызы, предложили нечто новое. Вот вам, пожалуйста. Я горжусь. Многие задают вопрос, что сделал Мадумаров для страны, не говоря уже о тех законах, которые я писал, не буду говорить. То, что я привел Всемирные игры кочевников в Кыргызстан и объявил на весь мир, и договаривался тогда, что не менее чем 50 стран мира будет вести прямую трансляцию, это моя гордость, это моя победа, личная моя победа в моей жизни. Все, спасибо большое.